Добрый день! Мы продолжаем обсуждение права в контексте цивилизационных институтов. Давайте начнем с разбора классического определения, которое я привел в начале. Тем более, что оно самое актуальное в нашей реальной жизни. Право есть система общеобязательных, гарантированных государством, формально определенных правил поведения. Что означает здесь каждое слово? Во-первых, право – это система. Нормы права не могут быть независимыми друг от друга. Они живут вместе, они работают вместе, они дополняют друг друга. Они образуют нечто цельное, нечто связанное. Действительно, из одних норм вытекают другие. Мы стремимся к тому, чтобы они не противоречили друг другу. Для уточнения норм права мы их сравниваем, мы выясняем их совместное действие. На практике это выражается в том, что нормы права не должны противоречить друг другу. Так как это практически недостижимо, существуют правила для правил. Какое из них имеет большую силу? Если существует два правила, одно из которых велит вам идти налево, а другое направо, то чтобы не разорваться пополам, вам нужно решить, какое из них следует предпочесть. Но такое предпочтение не является свободным, поэтому существует иерархия норм права. Далее. Право общеобязательно. Эту концепцию понять просто. Каждый, кто попадает под действие нормы права, обязан ей подчиниться. Даже если он не хочет. Даже если он самый умный. Даже если он или его родственники обладают властью. Или если он просто очень уважаемый в обществе человек. Мы должны быть равными перед лицом закона. Но для этого закон должен иметь равносильное применение каждому из нас. Это и есть общая обязательность права. Право формально определено. Что это значит? Правовое правило поведения должно быть точным, и должно соответствовать строго ожидаемой форме. Точность – это определенность границ применения правила и его содержания. Если правило поведения не гласит ясно, для кого оно предназначено и в каких ситуациях, или если из него невозможно понять, как себя в этой ситуации нужно вести, такое правило не соответствует критерию определенности. Если же правило выражено способом необычным, неожиданным, то нарушается требование формальности. Например, если мы перепишем Гражданский кодекс онегинской строкой, возможно, это будет красиво, но неожиданно. Формальность служебна по отношению к определенности. Она служит тому, чтобы правило было изложено четко и ясно. Поэтому существует особый юридический язык с его строгими и точными формулировками. С обеспеченностью права государством все еще проще. Если вы нарушили правовое правило поведения, то есть норму права, всегда найдется компетентный государственный орган, который будет иметь обязанность, хоть и не всегда возможность, восстановить нарушенную общественную гармонию, либо наказав вас, либо принуждая к какому-то определенному действию, либо объявляя ваше действие юридически недействительным. Мы не закончили эту тему и продолжим ее обсуждение в наших следующих лекциях.